Сегодня, 15 декабря 2021 года, Высшим судом Берлина вынесена высшая мера наказания — лишение свободы пожизненно, без права условно-досрочного освобождения, офицеру российских бандформирований Вадиму Красикову. Вадим Красиков представлялся при задержании, имел при себе фальшивые документы на имя Вадима Соколова. 23 августа совершил террористический акт, государственный террористический акт, как об этом сказал судья Олаф Арнольди. 23 августа 2019 года двумя выстрелами в спину, а затем уже лежащего человеку еще один выстрел в голову совершил Вадим Красиков, убив чеченского диссидента Зелимхана Хангашвили, который имел политическое убежище и на законных основаниях проживал в Германии, в Берлине. Без сомнения, это первый доказанный, установленный в судебном порядке путинский государственный, российский государственный террористический акт. Это прецедент, и мы, чеченцы, очень приветствуем и благодарим всех людей, принявших участие и добившись установления истины в этом деле. Я первое время посещал эти судебные заседания и могу отметить высокий профессионализм, объективность, беспристрастность немецкого суда, хорошую осведомленность в чеченской тематике, русской чеченской тематике. И за это выражаю огромную благодарность еще раз. Выражаю благодарность немецкой полиции, берлинской полиции, которая всего лишь одним выстрелом в воздух задержала буквально за считанные минуты российского террориста, высокопрофессионального, матерого убийцу. Я поздравляю всех чеченцев с этим прекрасным днем. Я очень надеюсь, что этот день, 15 декабря, послужит отчетным днем, когда мы день за днем будем привлекать в соответствии с международным правом к уголовной ответственности всех террористов и убийц, всех людей, причастных к геноциду, военным преступлениям, преступлениям против человечности, преступлениях против чеченского народа и государства. Я очень надеюсь, что Вадим Соколов не будет выдан, как когда-то был выдан убийца бывшего президента Чеченской Республики Ичкерия Зелимхана Индарбиева в Катаре. Германия не Катар, и я очень надеюсь, что Вадим Красиков до конца своих дней проведет в комфортабельной немецкой тюрьме. Здесь стоит еще также отметить, что судья сказал, что у Вадима Красикова были сообщники, и сообщники это не вызывает никаких сомнений, потому что Вадим Красиков буквально за день до совершения преступления прибыл в Берлин, и для него уже было готово все, и самокат, и одежда, и грим, и все остальное. Преступление было подготовлено на самом деле очень профессионально, но немецкая полиция оказалась более профессиональна. Также стоит отметить, что буквально после того, как Вадим Красиков, который представлялся Вадимом Соколовым, был опознан родственником на суде, был из окна, скорее всего, выкинут представитель российского посольства Кирилл Жало. Отец этого Кирилла Жало — генерал ФСБ, который занимается убийствами, возглавляет департамент, если это можно назвать так, банду
головорезов, которые совершают убийства, в том числе травят, взрывают, расстреливают людей по всему миру. И я полагаю, это была такая попытка замести следы, или же Кирилл Жало был заподозрен в предательстве вот этой преступного синдиката. Еще раз я выражаю благодарность всем, кто принял участие в установлении истины. И очень надеюсь, что чеченцы, проживающие здесь, в Германии, в Европе, еще больше будут уважать те страны, которые нас приютили, и видеть в такое сложное время такой приговор для нас – это воодушевление, это признание того, что Германия является независимой, свободной страной, где суд является независим и на самом деле свободный в принятии своих решений. Спасибо вам большое. Dankeschön.